Это то, что останется нашим детям и нашим внукам. Цените, это наша история, это наше наследие. 2005 год. Выборы депутатов Джугурку-Кенеша. Несомненные фавориты – члены проакаевской партии «Алга-Кыргызстан», созданной дочерью президента Бермет. И она, и сын Акаева Айдар – кандидаты в депутаты. Остальные партийцы исключительно лояльны к действующей власти. Подключен мощный административный и финансовый ресурс. Все государственные СМИ, госслужащие, учителя и студенты. Начинается жесткое давление на оппозицию. На выборах наблюдатели фиксируют массовые нарушения, но партия «Алга-Кыргызстан» берет большинство мандатов. Однако победа обернулась поражением. Терпение народа лопнуло. Массовые акции протеста приводят к свержению режима Акаева. Уважаемые граждане Кыргызстана, я прошу, чтобы вы шли к нам по территории. Шли с нами, но мирно, без всяких беспорядков. Несправедливые выборы становятся причиной первой кыргызской революции. Уроки первого президента ничему не научили второго. Бакиев идет по той же схеме. Название его партии – Акджол. Очередные выборы в парламент проходят с еще более вопиющими нарушениями. Наблюдатели ОБСЕ, самой беспристрастной комиссии, дают резко негативную оценку. Однако их позицию озвучивают только немногочисленные независимые СМИ. Президентская партия берет большинство в Джугурку-Кенеше. Бакиев полностью контролирует парламент и правительство и получает безраздельную власть над государством. Затем начинает искоренять оппозицию. Финал был предсказуем. Арест Атамбаева и других лидеров провоцирует массовые акции протеста, кровопролитный штурм Белого дома и свержение режима. Детальный анализ причин первой и второй кыргызских революций приводит к простому выводу. Пока в Кыргызстане не будет честных и прозрачных выборов, страна не выберется из череды массовых протестов и свержений власти. Этот вывод новый президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев берет за основу. В республике начинается работа по реформированию избирательной системы. Изучаются самые слабые звенья выборного процесса. В первую очередь это легкая возможность подкупа членов участковых избирательных комиссий, массовый вброс бюллетеней, карусельное голосование. Решение проблемы только одно – введение биометрики. Кыргызстан первым в Центральной Азии внедряет систему автоматически считывающих урн и биометрических паспортов. В максимально сжатые сроки проводится масштабная подготовительная работа. Закупают оборудование, обучают членов участковых комиссий. По всей стране идет кампания по сбору биометрических данных. Президент Атамбаев поставил задачу – парламентские выборы 2015 года должны пройти по новой системе. Эксперимент удался. Первый опыт выборов на основе биометрики был сложным, техника и люди давали сбои, однако в целом на результат выборов эти шероховатости не повлияли. Международные наблюдатели проявляют повышенный интерес к результатам этого прорывного шага и по итогам выборов не только дают положительную оценку, но и приводят нас в пример другим. Вы сделали не один, а много шагов вперед в развитии демократии. Новые технологии – это был эксперимент для вас. Такого нет даже у нас в Германии. Из заявления миссии ОБСЕ, благодаря политической воле властей Кыргызстана к улучшению выборного процесса на выборах применялись новые технологии, что имело определенный успех. Проведение выборов на конкурентной и свободной основе стало уникальным событием для Центральной Азии, поскольку на момент 8 часов в день голосования никто не знал итогов и структуры будущего парламента. Глава миссии наблюдателей ОБСЕ Игнасио Санчес Амор. Но самое важное – все политические партии, принимавшие участие в выборах, соглашаются с их результатами. Впервые акций протеста и митингов недовольных после выборов не было. Впервые в истории независимого Кыргызстана партия, связанная с именем президента, не набирает большинство голосов в парламенте. У СДПК только 38 мандатов из 120. Это был прецедент. Спустя 2 года, в 2017-м, президентские выборы. Снова на основе биометрики и снова исторический прецедент.
Впервые ни народ, ни эксперты, ни сами кандидаты, ни действующий президент Атамбаев не знают исхода голосования вплоть до подсчета голосов. Глава страны особо подчеркивает этот факт. Только на таких условиях удастся осуществить мирную передачу власти. Кыргызстан в тот день снова удивил весь мир. О честных президентских выборах в Среднеазиатской республике писали ведущие мировые издания. Международные наблюдатели также дают высокую оценку и снова ставят нас в пример остальным. Единственной серьезной проблемой, по их мнению, остается только подкуп избирателей. В ноябре 2017 года Алмазбек Атамбаев официально передает атрибуты власти новому президенту. Спустя уже несколько месяцев его имя становится объектом жестокой критики, а его сторонники подвергнуты преследованиям. С молчаливого согласия властей сводится на нет или же грубо очерняется все, что было сделано при Атамбаеве. Все, что я делал для народа, и все это останется людям. Алмазбек Атамбаев. Это то, что останется нашим детям и нашим внукам. Цените. Это наша история. Это наше наследие.